Ну что, всем здорово, Merry Christmas and Happy New Year. На дворе у нас 31 снежня, сапраўднае снежельскае надвор'е, як бачыце. Море снегу, мороз і все як треба на Новый год, все у присутності. 31 число, едем на хутор, поедем, будем сустракаць свята там. Покажу, что там снега там так само нема, як і тут, і не чакаецца, хотя там кажуть, що на тижні буде мінус. Ось. Зараз спробую упихнуть у машину все. Потому что наварили, наробили, не скажу, что супер, не. Страв буде зовсім мало, литерально некалькі. Але ж жалікам, что мы все ж таки туди едем на месяц, бо у Каті те самые отпуск. Тому вот, ну, один комп. Машина невеликая, то есть поспробуй комп запихни, 2 мониторы, речи, пару пакетов этих самых, потом же тут же еще 2 собаки будут. Ну, поспробуй это все упихнуть. Вот, так что зараз намагаюсь это все неким чином собрать в одно. Ну что, палочка, смачная палочка? Смачная палочка. Ну, ось так вона тюгається з нею. А потім вона перетвориться її ось на таку. Ось вона це саме розгризає, а потім по всій хаті валяються ось такі трісочки. Раз, два, 3 на день можна. О, бачите? Можна легко подмятати. О. Так, отшапися. Алюлькина, не лезь. Дай людям показати. О, вся подлога. В таких ось трісочках. Ну, лезет, сипав. Это шалька на кого-то подобно. Это же некая мифология пытается юзать, да? Вовк з мячом. Як он там на фені что? Потім погляджу. Да? Бегаешь. А гэта, до речі, двери ты. Я не памятаю, вам показывал, не показывал. Мы их так пофарбовали. Это, глядите, оно, по-моему, рассохлось. Бачите? Ну, такие вот не самые якостные, по-моему, двери. От фарби розсохлися, ось вона так їздить, такого кольору, ось Алюська туди-сюди. Ми інший раз, ми на ніч її тут зачиняємо, щоб вона могла нормально, ну, і ми могли нормально поспати, щоб вона раніці прочнулася. Це саме не дурила голову. Ось ми так зачиняємо. І тут місце, вона ось там спить. Спочатку гэтая клетка була ближей до стіни, але вона почала сюди вилазити, упіхуватися, і, певно, там неяк безпечніше. Больше подобається. Ну, типу, ну, так от іначе і подложок, певно, през гэта залазить, що безпечно більше. І ось ми тоді підклали, ну, тут стояло, тут обуток стояв на їй, на этой штуковині. Обуток прибрали, і все, вона на этой штуковині лежить. Некие зараз їй давати подстилки нема ніякого сенсу, тому що вона лежить, ну, його півдня лежить, а потім на її який-небудь демон уселяється, коли її настрой гулять, вона починає тормошити і роздирати. І виглядає це потім ось так. Я вам кажу. О. Гэта частка якраз таки этой самой калісті, у яе была целая ковдра такая, і вона її вже роздерла. А, не, гэта не з ковдры, гэта з цацкі. Але, ну, як бы сэнс не змяняецца, што яна вось у такія анучкі пераўтвараецца ўсё просто. А, і гэта яна таксама, гэта яна згрызла. Добра, што яна не працягвае гэта рабіць. Яна такая, вот, убачыла, што о, глядзіце, можна пацягнуць. Ну і пацягнула. Гэта ж мы яго паказаў, а деда не паказаў. Дед. А дед ляжыць, деду по кайфу, деду все добра. Дед, павітайся. Ты кажаш, чаго меня разбудили? Да, Бубзику, ты мой хороший, Бубзику, да, бабасек, старый бабасек. А он ляжит. Яму ложик, а ей подлога. Заходим на пошту, апошняя спроба, 31 снежня, як я вже казав. Я 18 числа заказывал себе подарунок, книги с Польши, потому что у нас нема. І ось я вже раніше думав, що вона доволі хутко, ну, типу, максимум, може, який тиждень. Але казалося, що з Польщі привозять і зараз свято, і можна місяць чекати, коротше. Але все одно ось апошня спроба. Зайшов на пошту, спитати, може, вже прийшла. Мені просто, може, ще не поспіли покласти те саме запрошення, да, ось эту. Але ж нема поки. Доїхали, розбираємо. А, як надвор'е, цудовне, клас. Гэта будзе Новый год. Ха-ха-ха. Ну, двукосі зразумела. Конечно, хочется сняжку, морозику, ось гэтага ўсяго, каб быў настрой, але як ёсць.
Тягнем пакеты. Набыли. Ой, сподіваюся, камера не буде трястися, почекайте. Ну так, може буде нормально. Короче, поздно выехали, потому что что-то пришли сбираться. Поехал на почту. Ну, вы бачили, что хотел забрать книги, мы уже приехали. Не приехали. Заказывал книги 18 числа, сегодня 31. Они пришли. Потім заехали у Амі, тому що треба було кресло. Купити хутеньке кресло, саме просте для компа, тому що тут на тих креслах, які тут дровляні є на хуторі засталися, ну, коли щиро, це літери ізю. Я би не подумав, Катя каже, поїхали купимо. Що ти будеш як лох? Що ти будеш як лох, каже це саме, зроблю цей подарунок, во, глядите. Це ж, ось на гэтым креслі я завжди сидів. Ну, типу, сядзець можна, вядома, але коли ти якби некалькі гадзін на ім посядзіш, то бяда. Набылі ось такое. Ну, звичайне, типу, це саме офісне кресло со спинкой. Я присів, там можна і голову покласти. Зручно. Це мені такі подарунки. І коли вже забирали, вже забрав кресло, вже сели в машину, прийшло повідомлення від Білпошти, що прийшла моя посылка, вы себе уявляете, это за годину усякого часа відбулося, що я приїхав на пошту, нам сказали, нічого нема, потім ми вже амаль поїхали, Катя каже, давай кресло купим, поїхали, взяли кресло, і тут приходить повідомлення від Білпошти, але, на жаль, я поїхав назад на пошту, відстояв чергу, прийшов, вона каже, що це повідомлення про те, що вона, поскольку це міжнародна посилка, то вона зараз на яким там у сортировочном центре, и только оттуль яна пойдзе ці на эту пошту. І все равно ці дзень чакаць яна прыйдзе на эту пошту, ці праз дзень яна прыйдзе мне на адрес. То бок я ўжо карацей не паспяваў забраць і не чакаць же, не чакаць же мне кнігі. Бок 1 студзеня я возьму. 1 студзеня толькі прыйдуць кнігі. Ну, Амаль здзейсніўся новогодний цуд. Ну, типу, уявляете, я так чакаў, ходил, 3 разы ходил я на эту пошту. Весь час я чакаў эту посылку. А я уже думаю, ну все, ось і цуд, 31 числа, заберу зараз усе свої подаруночки. І стул, і кресло мне Катя купила як подарунок, і тут книги прийшли, і агульне такое свято, столько подарунков. Нет, книги я не забрал. Так что книги уже распаковка будет у наступному відео, напевно. Так, ну что, задача у нас простая. Мы приехали, у хаті, пошли глядеть, сколько у хаті. Тут? На дворе я вам скажу, что там плюс, але невеликий. У хаті доволі свежо. 4. 4. Магічні 4 градуси. Все, зараз будемо палити печку, розігрівати. Зараз ми сьогодні ми планували, що ми у обід будемо тут таке. Приехали уже 4. Это нам прац. Зараз печку распалить, хату. Елочку поставить. У нас не натуральная. Ну, я показывал вам минулые разы. Елочку поставить, упригожить. Это самое. Стравы сие же надо доробить. Все доробить треба. Вон, Алька. Самая счастливая. Самая счастливая собака. И, в принципе, Жихар этого хутора. Она вылетела, як усю давай обнюхивать, усіх гонять. Ворогів немає, правда, але вона їх шукала. Все, будемо збиратися, буду по красі вам показувати, що ми тут наробимо. Так, ну що, зараз ми ось гэта тады пераставляем налево. Тут елочку поставим. Але уже привязали, тому що вона зусім уже подурила. Тут все розносила. О, перша частка елочки приехала. Будем ставить. Эти бурзики. Блин. Окей, зараз. Так, что?
Як там, почався у Калгасі ранок. Звичайна ситуація. А ноги-то, елка есть, а ноги ніде, я красиво не знайшов. Пилипка, не лезь. И я заробил ноги из этого. Это штатив до моей камеры. И тут мне пришлось у штативу запихнуть вот такую шпильку. Там на бол. Короче, стоит. Стоите добро. Зараз будем галинки разгалиновывать. Все, працуем. Хоть не дела, снег будет. Филипп! Как пригожусь, гляди. Я думаю, что можно, наверное, скучно так просто. Тихо! Тихо! Так, ну ну их тримати. Треба что-нибудь будет на ногу покласть, потому что она... Перекуливается? Ага, перекуливается. Ну что за пригожусь? Пилипка. Джинглбеллский собака. Ну что, гляди, какая елочка пригожая. Вот, поставили. Все. Упригожили. Новотненькую коробочку с подарунком поставили. Там, зрозуміло, подарунков немає. Просто коробочка. А ось и кресельце. Ратик, это амаль что один в один такая же моделька, як у меня зараз, ну, типу, звичайна офісна. А Ленинца, тут, по-перше, есть под голову. Подголовник, ну, некое такое кайфовое, я вам скажу. Прям зручное, типу, можно откинуться, так, голову откинуть и сядет нормально. Конечно, моделька простая, тут, певно, не хапає, как можно было спинку, видите, ще назад отхилить. Олег это уже занадто, я думаю, уже с выкаблучиваниями. У меня тут теперь, я не буду литра изюсь одеть. Теперь нормально можно посидеть. Ну что ты шмага. Так, ну что, упригожили. Альку на кухню выгнали, бо задёбла. Тут у нас догорают. Это уже третья закладка. Але я не буду зачинять, я не буду это самое, потому что мы еще перед ночью еще будем палить. Еще раз. Потому что зараз сколько? 5? Да уже каких 5? 6? 4 приехали. Ну, зараз короче 5-6 уже например. Без 27? Шурская. Что без 27? Охренеть, а у нас еще и поесть, и конь не валялся. Вы что, коли самое это самое рыхтуешь стол? Не, это самое, не мамка там, не папка, да? Что ты такие сидишь, и вечер просто... Сейчас я просто сел и поел, а тут все самому треба робить. Ось, тому зараз это самое. Ну, я допалиться, просто как хата весь час нагревалась, и как мы ночью уже не это самое. Не мерзли. Как... Так, треба ж мангал буде. Ще ж буде. О, справ я ще мульйон. Добре, пойдем робити. Вятрило. Ось вам, конечно, это самый Новый год, ось вам и снежень. На дворе не снежинки, вятрило, я лезь мангал собі розпалив. Нічого не бачить. Бабасеки это сидять, вийшли со мной посикать такие, так тут, кажется, не кормят, что мы будем тут сидеть. Иди, бабасек. Один бабасек, другая бабасека. Зараз будет свариться. Не будут. Ой, а что это меня так разморозите, что это? Так, иди, Филипп. Все. Так, Филиппка, иди. Ну-ка. А это у нас будут закуски. Закуски с беконом. Моцно, моцно. Какая смешная штука. Невелика птица. Ничего бы с ним не случилось. Спасибо. Ну-ка. Очень хорошо. Еха. Так, добре, пойду. Грибсы. Грибсы смаженные. Маленечки, так шмат. Это уже опошнее. Это уже опошнее, что мы будем смажить на мангале. Я только что досмажил те самые бутеры з м'яском. А потім криху пізніше покажу. І це вже грибси. Ну, в сенсі гриби, звичайно.
Ну что? Ха-ха! Вот такой у нас новогодний антураж, стол. Давайте поглядим, что у нас есть. Як там, як у этом кино. Типу, еле что Бог послал. А Бог послал на вечеру, значит что? Это у нас будут бутерброды, смаженные на мангале с сыром, помидорами и беконом. Вот такая типу закуска. Это так само закуски тарталетки с червоной рыбой. Это ж форель? Нет? С форелью. И просто горошек, ведомо, что звучайно, конечно... Что мы делаем его вообще, по-моему, раз за 10 лет. Раз на 10 так. Потому что звучайно мы едим это крабовый. Вот, конечно, сегодня вы решили, что аля шаленая, что лепше все будет горошек. Это мы называем апостолы. Это у нас грибочки, так само смаженные на мангале. Маленечкие, свеженькие. Только Катя, як бабка, у краме трапила. Как только выносили свежие, она сразу кинулась в бойку с бабками, я добрала. Это саморобная скумбрия у своим этим самым... слабосоленая, да? Слабосоленая, с цибулей, там, с перцем черным. Аля! Дети это, не могу. Шинка, робленая с нашими властными руками. Это значит шинка з окорок, кумпяк, як хто називає, з яблуками. Мы там яблоки были. Грецкий орех. А? Грецкий орех. Ой, с орехом, с грецким, с яблоками, она солодкая или такая и не солодкая, короче, классно. Мы вчора уже спробовали, мы вчора робили, и ось привезли її сюди. Фрукты, ведомо ж, ну и, конечно, саморобный торт, шоколадный торт с бананом и это самое, ну это сметанковые, это самое. Короче, ну не ж так. Ось гэта нам усё Бог послал, але робили мы. Дякую Кате. Катя, конечно, больше заробила. Я только чисто смажил и по господарству всякие штуки робил. Ну что, самое дивное во всем этом, что для вас уже Новый год уже пришел. Вот, для вас уже, я навіть не ведаю, как это відео выйдет, як мы там назбираем, не назбираем материала для видео, а для нас Новый год только про 3 годины. И может быть мы еще Новый год уже с устранением будем спать. Потому что мы люди уже старые. Нам уже у 10. Зараз, я вот это пиво зараз выпью и глядите, у 10 уже спать буду, я это самое. Так что дякую вам усім вялікі, что нас глядите, да? Были гэты год разом з нами. Я спадзяюся, что и наступный год будете разом з нами. Ось, дякую і зычу вам, каб у гэтым годзе вас аміналі няшчасце і насустрач ішлі толькі добрые люди, добрые падзеі і каб у вас былі утульныя вячэры і утульныя вечара разам з вашими сваякамі, блізкімі, любимыми і каханымі людзьмі. Все. Вы там, может, уже салаты будете доедать, идти уже доели, а мы будем только начинать их есть. Все, дякую вам велике и до зустрічі. А може і до зустрічі, може ще відео буде протягуватися. Все, давай їсти. Святло нам отключили, 1 студія. Глядели кино. Так смешно. Катя глядела ось тут кино я разом з, а я сидів тут і на другим моніторі. Ну так, підпрацьовував. Що переклады робил крыху перекладов. А это Масека, глядите, як она то самое свинюшник наробила, она тут свои трески разгрызая, уся подлога у этих тресках. Аля, так, не дурей. Ее привязываем, потому что, ну, дурея, она дурноватая, она ж малая. Видите, про собак, что... Правда, про собак не кажут, что коли люди заводят, типу, что коли шанё, типу, есть шанё собачье, да, типу, до 3 месяцев, оно такое все милое, такое все пухнатое, все такое доброе. А потом есть собака 2 годов, ну, нормально, звичайно, добрая собака, який там, это самое, поводься як собака. А ось поміж гэтым от 3 месяцев до 2 годов, это клятый динозавр, який Просто это такая, это проклён, это хавайся у бульбу, потому что есть все, грызе все тягне, все и треба.
Ты отпусти по покой походить. Елку ледь не скинула, шкарпетки некие схапила, понесла некуда, ховать все морду лезе, некие пакеты, все, что просто не прибито, не прикручено, все треба обнюхать, схапить у пашу и побегчи понести куда искать. Это, по-моему, привязывать, когда она просто упокоилась и просто полежала, и нам не зурила голову. Вот им отвяжешь, потому что тоді треба весь час пильно сочить. Затое ёсць дед, якому так, вельмі зручна собака, якому это все нахрен не трэба, і ні тресачки ваші, галоўнае, каб была канапа, было тепло и можно было полежать. Раз! Так, Пипипкин, Пилипка. Раз на день, два можно выпустить, и нужно сам уже, коли ему зусім уж трэба, пописить, покакать, и он хутенько назад на канапу лежать. Да, дед? Все, святло отключили, уже потелефоновали на гэты самый. Першая студия, ну, недзе нейкая там авария. Набрали, кажу, что там, не ваш, ну, повез по нашей, что там, кажуть, авария, чакайте. Ну, ось, будем чакать. Я ж кажу, динозавр, саме сапраўднае. Так и на улицу ж не хочешь, разумеете? То есть, Я кажу, иди на двор. Все, двери отчиняешь, иди на двор. И она там походит 5 хвилин и все. А вот ніяк не 5. Она просто вышла, походила, такая, о, кажа, ж у вас вот холодно и неутульно. И назад одразу идешь крабить двери. Так что приходится у хаті трыбать. Ну, не на кухне холодновато, мы я тут трымаем тому. Я все-таки пошел, гляди. Ну, тупо незадоволенный фактом. Ты поешь-то? Ты ж на двор хотел, не? Вот. Торпеда малая. Чисто на контрастах. Другий день свято скончилося. Все. Святла пока что не з'явилося. Вот сидим при свечках. Погрели езжу, это самое, перцы поставили. Там мяско. Грибольки. Так что салатики. Все, по классице будем доедать салатики. Докушивать. Так. Шмейги тут тусуются. Все, будем есть. Ровно января. Ну что, другая студия. Такі ось мы вирішили заробить невеликое такое новогоднее видео. Что у нас тут? Все прекрасно, кроме ветра. Все так, все цудовно, в хаті тепленькая. Правда, что на дворе что некий дождь. Ветер просто лютейший ветер. Ну что, здавалося, що страхузнейся. А ще ночі був такий момент цікавий, що ввечері ти виходиш темно, а ти виходиш навокол темно, повсюди лес, никого не шувать, никого не видать, только ветер. И такое было ощущение, что у нас конец света, Армагеддон. Просто в хаті все добро, тепло, утульно, двери отчиняешь, есть только темра и ветер, який ось гудить. Все, больше ничего не было. Было такое отчувание, что оно, конечно, поза межами нашего хутора, у нас поза межами нашего хутора уже ничего немає, нікого. Ну что, пришел Новый год. Так, все салатики майже уже доели. Сегодня уже будем доедать опошнее, что там у нас есть. Алейша еще у Крамы не поехали, Новогрудок еще не ездили, еще покуль на хуторе сядем. Ну что, такие невеличкие новогодние виды. Дякую, что поглядели, и до встречи у наступных.